Но сделал, помог, но видишь, что эти люди каким-то образом связаны с преступным миром. Или культурно откажитесь от этого. Юнусбек Евкуров в Магасе провел заседание комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни. Кардиотоксичности при противоопухолевом лечении. Данная тема в данный момент является довольно актуальной не только в нашей стране, но и по всему миру. Расскажем о втором дне зимней школы клинициста. Конференция медиков привлекла внимание общественности. Особенно хочу поздравить людей, которые напрямую соприкасаются с напряжением. Это подстанционная служба, это релейная служба, это служба высоковольтных линий. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Лучших представителей отрасли отметили наградами. Сейчас мы находимся на втором этаже, где ни одна из этих квартир не заселена. А кто в домике-то живет? Новые многоквартирные дома в 105-м массиве не торопятся обживать вынужденные переселенцы из Чечни. Почему? Дворец спорта готовится к очередному спортивному шоу. Для проведения всероссийского турнира по вольной борьбе здесь, в принципе, все готово. Есть за что побороться. Но уже завтра во Дворце спорта Магас стартует открытый всероссийский турнир по вольной борьбе. Это новости 24. Добрый вечер. Юнусбек Евкуров в Магасе провел заседание комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Ингушетии. В заседании также приняли участие родители лиц, задержанных по факту нападения на сотрудников УГИБДД МВД по республике, несших службу на стационарном посту «Волга-17». В ходе заседания были заслушаны доклады омбудсмена Джамбулата Аздоева, представителей ФСБ по республике, Следственного комитета правозащитников. Выступили также и родители. Руководитель региона подверг критике работу нескольких территориальных и адаптационных комиссий, в том числе и республиканской. Он убежден в том, что их эффективная работа положительно влияет не только на авторитет этого института, но и в целом на обстановку в регионе. В качестве примера он привел призывы граждан добровольно обращаться в комиссию за помощью. Мы после каждого случая говорим, объявляем, я лично, и Совет Безопасности, по телевизору все объявляют. Все, кто случайно, не случайно соприкасался с этим или иным человеком, идите к участковому, идите к начальнику ГОВД, главе администрации, дайте эту информацию, чтобы завтра, послезавтра, когда его поймают, все равно же выявят, все равно же найдут. Чтобы не говорить, а мы не знали, мы не видели. Любой может попросить подвезти, увезти, там мешок поставить, сумку поставить на хранение. В нынешней ситуации, конечно, надо быть бдительными, но вопрос в другом стоит. Но сделал, помог, но видишь, что эти люди каким-то образом связаны с преступным миром. Или культурно откажитесь от этого. Но не надо думать, что завтра, послезавтра это не выявится. Все выявляется. Поэтому здесь тоже надо смотреть. Опять же, понимаю, когда сидящие родственники здесь, и те, кого здесь нету, начинают защищать своих детей. Они все, наш сын не виновен. Все виноваты, кроме нашего сына. Понимаю? Мать есть мать. А когда первый раз этого Хамхоева пригласили после ликвидации Мизиева на посту, на беседу, он же проходил у нас беседу. Вот тогда надо было матери не с плакатом бегать, а прийти и сказать: помоги, Ахмед, помоги. Фуддазукан, Ногасудису, ваш дахсу. Вот тогда надо было делать. Он-то не убит, он хоть сидит сейчас, живой. Должно быть всегда понимание элементарное. Элементарное понимание. И сегодня мать, которая говорит, он вообще не был ни с кем из них знаком,
А на телефоне у этого же Хамхоева куча этих фотографий, в том числе с Мурзабековым и со всеми другими. А клянутся они чему? Убивать нас, взрывать нас. Они этому клянутся. Что, неужели вы, родственники, не понимаете, что мы этого не допустим? Мне жалко, вот она сидит, женщина, мне жалко тебя, где он жалко? Но мне еще жаль, что Алла Мохчаках дал ге что-то в Анже Исраил надо. Хомокался гехаза. Мне жалко вот тех сидящих там, но жалко и его жену, и 3 детей. Пудят на двинуться. Царпа говорит, не жмитесь, что берешь балдейцы моги, хукхал, он около диал, от хамда душан. А шин берешь, деньги, пусть цена 50 жарды, вы даже не беспокойтесь об этом. Ханите вас, мочал вас, водеж вас. Я должен их телефоны проверять? Нет. Вы должны, вы обязаны, да, что бирка докшина, что берешь балдей. Где гладуотцу, на них гладуотцу, где ваши гладуотцы. Нам надо очень серьезно работать. Я здесь делаю серьезное замечание и Совету Безопасности за отсутствие работы адаптационных комиссий. Серьезное замечание делаю, товарищ глава города Карабула, к вам за отсутствие вашей работы как адаптационной комиссии и антитеррористической комиссии. Серьезное замечание делаю, кто у нас начальник ГУВД? Исполняющий? Вам и вашему коллективу там садитесь. Потому что мы будем очень серьезные меры принимать по этому поводу. Адаптации могут быть представлены в адаптационную комиссию и те, которые находятся в розыске, и те, которые находятся в местах заключения даже сейчас, те, которые находятся просто задержаны и ждут там следственных, других и судебных решений. То есть все могут попасть под этот список. Верховный суд Ингушетии ужесточил наказание участникам спящей ячейки, запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Кроме того, суд обязал каждого осужденного выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Подробности в репортаже. У бандгруппы имелись различные виды огнестрельного оружия, взрывные устройства, специальные технические средства и средства связи. Целью НВФ была дестабилизация политической обстановки в регионе, изменение конституционного строя Российской Федерации и нарушение ее территориальной целостности. Образование. Работали? Нет. Женаты? Нет. Наказание, назначенное Амирхану Сапралиеву, изменено с 4 на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наказание, назначенное Джабраилу Гагиеву, изменено с 3 на 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд обязал каждого осужденного выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определить Сапралиеву Амирхану Магомедовичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы 1 год. Срок наказания Сапралиеву исчисляется с 22 мая 2016 года. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить Гагиеву Джабраилу Башировичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы 1 год. Срок наказания Гагиеву ДВ исчисляется с 21 мая 2016 года. Хасан Сапралиев вместо 2,5 проведет 7 лет в исправительной колонии общего режима. 4-й фигурант Молла Сапралиев, осужденный ранее на 3,5 года, получил 7 лет колонии общего режима. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определить Сапралиеву Хасану Гарихановичу на окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы 1 год. Срок наказания Сапралиева исчисляется 22 мая 2016 года. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить Сапралиеву Мавлею Маровичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей с ограничением свободы 1 год. Срок назначения наказания Сапралиеву исчисляется 21 мая 2016 года.
Приговор лидеру банды Умару Гагиеву оставлен без изменений. Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Гагиева Умара Аскаровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 208 редакции Федерального закона 5 мая 2014 года, номер 130 ФЗ, частью 2 статью 222, частью 2 статью 222 прим. 1 УК РФ и назначить ему наказание по части 1 статьи 208 УК РФ 8 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год, по части 2 статью 222 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа, по части 2 статью 222 прим. 1 УК РФ 3 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания определить Гагиеву Умару Аскаровичу на окончательное наказание в виде лишения свободы срока на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и с ограничением свободы 1 год. Как сообщалось приговором Назрановского суда Ингушетии от 5 октября 2017 года, 5 жителей республики были признаны виновными в создании и участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Часть 1, статья 208, часть 2, статья 208, часть 2, статья 222, часть 2, статья 222, 1 УК РФ. И сегодня же в Малгобеке прошло заседание АТК, теперь уже под руководством органов местного самоуправления, представителей служб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности в регионе. Обсудили обеспечение усиленной безопасности во время проведения новогодних праздников. Внимание, по мнению выступающих, нужно уделить экстренным выходам в учреждениях, где пройдут праздничные мероприятия. Они должны быть в обязательном порядке открыты на случай ЧС. Затронули тему и вербовки молодых людей в незаконные ряды через сети интернет. Но благодаря усиленной работе антитеррористической комиссии таких инцидентов по большей части удается избежать. В этом году в Малгобеке совершено 3 теракта. В праздничные дни органы правопорядка и сотрудники МЧС будут работать в усиленном режиме, ведь безопасность граждан на первом месте. На всех объектах проведения новогодних праздничных мероприятий, значит, будут дежурить сотрудники МЧС, Главного управления МЧС, сотрудники МВД будут дежурить, работники администрации будут находиться. Поэтому по всем вопросам, какие есть, сразу же обращайтесь незамедлительно. Сердечно-сосудистые заболевания, патологии органов дыхания, диагностика, эффективные способы лечения, новые передовые разработки в изучении целого ряда недугов обсудили на конференции медиков, которая проходила в Ингушетии. Зимняя школа клинициста привлекла специалистов со всей страны. Мадина Пугоева расскажет о втором дне. Говоря об одной из патологий сердца, врач-кардиолог из Кабардино-Балкарии делится методами диагностики и лечения, рассказывает, какие лекарственные препараты выписаны пациенту и какие сопутствующие заболевания у него есть. Для наглядности лектор приводит пример показания ЭКГ на момент поступления пациента, результаты лабораторных исследований, МРТ сердца, исследования крови, рентген органов грудной клетки и заключение так называемой трансторакальной эхо-КГ. Учитывая наследственность и анамнез жизни, обращала на себя внимание то, что у матери пациента также имеется провал митрального клапана, и субъективно при нервных нагрузках она ощущает перебой в работе сердца, но по этому поводу не обследовалась. Значит, из анамнеза жизни пациент часто болеет ангинами и хроническим бронхитом до 3 раз в год. Не меньше интереса участников конференции вызвал и доклад Якуба Имагожева, торакальный хирург Ингушского центра фтизиопульмонологии, рассказал собравшимся об эндоскопических методах диагностики в лечении больных с патологией органов дыхания. Он также поделился успехами центра на примере наиболее ярких и интересных случаев, с которыми ему довелось столкнуться за последние 1,5 года. Если бы пациент не был прооперирован, он бы получил 2 месяца химиопрепаратов, тест-терапии. Да, это нагрузка на организм, на печень, и остался бы с неустановленным диагнозом. Следующий. Больная, Б29 лет, лимфоденопатия внутригрудных лимфатических узлов неясной этиологии. Молодая девушка, да, сопутствующих заболеваний не было, осложнений тоже. Вот ее рентгеновский снимок. Для участников конференции это не просто возможность встретиться и пообщаться с ведущими специалистами региональных медицинских учреждений, но и повысить свой профессионализм за счет опыта, приобретенного их коллегами. А потому к каждому лектору у слушателей немало вопросов. То есть это своего рода реклама для терапевтов, чтобы вы более активно направляли к нам, и мы вам помогали выявить, установить правильный диагноз, назначить правильное лечение, назначить, чтобы пациент ушел довольный. Мы очень рады, что есть такое отделение. Если вы не возражаете, будем направлять пациента. С удовольствием примем. Кстати, уже направляются пациенты. Из Нальчика тоже у нас был пациент, в наш центр. Мы даже его оперировали, но это уже, наверное, в другом рассказе, да?
Вот Мурат Уметов из Кабардино-Балкарии решил к презентации своего доклада подойти иначе. Говоря об инсульте, доктор медицинских наук приводит цитаты великих киноактеров, рассказывая об их жизни и предпочтениях. Человек, который работает не по призванию, к примеру, из-за постоянного стресса и отсутствия интереса к своей профессии, больше подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям, объясняет он. Яркие примеры и необычный психологический метод общения со слушателями позволят легче запомнить новый материал. Для закрепления в памяти любого материала есть такой прием, это формирование ассоциативного мышления. То есть если давать сухую информацию, то она плохо воспринимается и люди просто не запоминают. А включение в доклад различных цитат, различных отвлекающей информации, оно позволяет выстроить ассоциативный ряд параллельный. Это способствует улучшению восприятия лекций. В зале не только врачи с многолетним стажем работы и завидным багажом знаний, но и молодые специалисты, которые только начинают свою профессиональную деятельность. Для них примеры, которые приводят в своих выступлениях лекторы, возможность набраться опыта и избежать тяжелых случаев в клинической практике. Мы узнаем заболевания, под какими масками они могут протекать. Очень большой опыт, обмениваемся опытом, вступаем в дискуссии, можем для себя узнать много нового, много полезной информации в плане того, где мы можем диагностировать, где мы можем консультировать своих больных из наших регионов, куда мы можем направлять. Впрочем, работа конференции на этом не завершается. Беседа лекторов продолжается и во время перерыва в неформальной обстановке, налаживая тем самым профессиональные контакты. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. Во второй половине дня основной упор в работе зимней школы клинициста лекторы сделали на кардиологические заболевания. Так же, как и вчера, слушателями доклада стали как опытные врачи, так и студенты-медики. Итог заключительного дня подведет Мария Мистоева. Большинство лекций, которые читают в рамках зимней школы клинициста, касаются кардиологических заболеваний. Причем почти все болезни или халатное отношение к своему здоровью так или иначе приводят к проблемам сердечно-сосудистой системы. Один из самых опытных врачей, почетный кардиолог России Али Гаджи Абдуллаев рассказал коллегам, насколько помолодели кардиоболезни. К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время мы встречаемся и с инфарктами миокарда у молодых, и с инсультами. Это говорит о том, что, видимо, что-то изменилось и в нашем поведении, и в окружающей среде, и в тех продуктах, которыми мы питаемся, и тем образом жизни мы этому, видимо, способствуем. К сожалению, это часто встречается в наше время. Слушатели лекций не только ингушские врачи и студенты, но и приезжие доктора и аспиранты медфакультетов, в большинстве своем из соседних регионов. И отбор был, и желание было у коллег. Это в основном сотрудники медицинского факультета КБГУ, аспиранты, ординаторы. И у нас уже сложилась своего рода команда своя, которую мы возим на разные вот такие региональные мероприятия. У нас и сами мы часто проводим такие мероприятия. Поэтому это как бы нужное дело. Лаура Балиева читает третью лекцию. Хронические заболевания легких тоже могут дать осложнения в виде кардиологических болячек. Тема серьезная, как и настрой профессора, поделиться знаниями с коллегами и узнать что-то новое для себя. Такое общение тесное во врачебном сообществе, оно позволяет нам видеть успехи друг друга, делиться своими удачами, неудачами, опытом позитивным, негативным. И, конечно, в рамках таких мероприятий мы все растем профессионально, это укрепляет наши личные человеческие связи. И, безусловно, эти мероприятия, они очень важны во всех смыслах. А вот Роза Индиева, которую сначала можно принять за студентку, приехала в регион в составе делегации из федерального центра. Научный сотрудник Московского института профилактики, потомственный врач. Роза уже зачитала свой доклад коллегам, а тему выбрала одну из самых сложных, но актуальных – лечение и диагностика и последствия онкологических заболеваний. Кардиотоксичности при противоопухолевом лечении. Данная тема в данный момент является довольно актуальной не только в нашей стране, но и по всему миру, потому что число онкологических больных в наше время растет, и в связи с этим, учитывая тот факт, что сердечно-сосудистая патология стоит на первом месте в России и в Европе, коморбидность этих заболеваний так или иначе заставляет нас сталкиваться с той проблемой, что, вылечив одно заболевание, в данном случае онкологию, мы сталкиваемся с тем, что те или иные осложнения со стороны
стороны сердечно-сосудистой системы, они непосредственно ведут к тому, что качество жизни таких пациентов ухудшается. Каждому студенту, который принимает участие в конференции, вручают вот такие сертификаты, которые обеспечат им в будущем хорошую почву для развития. Организацией почти всей работы зимней школы клинициста занималась Зарема Альянова. И по ее мнению, итог своеобразного форума вполне продуктивный. Было очень приятно общаться со всеми, мы говорили на одном языке, и я думаю, что для наших докторов такие форумы будут проводиться регулярно. Мы, в общем-то, стараемся непрерывно их образовывать, они принимают участие во всех возможных конгрессах, семинарах, но именно вот такая вот форма работы – это вот только такой начинающийся опыт. И, как мы уже видим в итоге нашей работы, что это очень эффективная форма, никто не устал. Следующая конференция подобного типа пройдет уже весной в Карачаево-Черкесии. В весенней школе клинициста примут участие и наши медики. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают энергетики, работники промышленности, охватывающие выработку передач и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. 97 лет назад, 22 декабря, на 8-м Всероссийском съезде Советов был принят государственный план электрификации России. В честь этого события и был ознаменован праздник День энергетика. Неустанным трудом этих людей создается одно из самых необходимых благ – тепло и свет, которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах, везде. В Магасе День энергетика отметили праздничным концертом. Лучших представителей энергетической отрасли региона отметили наградами, почетными грамотами и ценными подарками от руководства ведомства, парламента и правительства республики. Хочу всех поздравить, конечно, своих работников. Особенно хочу поздравить людей, которые напрямую соприкасаются с напряжением. Это подстанционная служба, это релейная служба. Это служба высоковольтных линий, по ремонту высоковольтных линий. Люди, это диспетчерская служба, которые независимо от погодных условий, независимо от того, что день это или ночь, несут службу. Света Шахмаева признана лучшим контролером Малгобекского района. За трудолюбие, лидерские качества и твердый характер ее уважают коллеги. Ну а все ее подопечные ценят за понимание и вежливость. Жаридат Халухоева о безупречном сотруднике. Уже 18 лет рабочий день Светы Шахмаевой начинается не в теплом кабинете, а с таких визитов к абонентам. Электромонтер 4-го разряда по эксплуатации электросчетчиков Малгобекских РЭС. Каждый месяц снимает показания приборов, проверяет оплату счетов, выявляя случаи неучтенного пользования электроэнергией. В конце декабря оплатили, 500 рублей оплатили. Вообще, переплата. Самое трудное в профессии контролера – это работа с людьми. Зачастую приходится сталкиваться со злостными неплательщиками. И здесь главное, по мнению Светы, умение проявлять настойчивость, тактичность и терпение. Если человек занимается любимым делом, пытается получить удовольствие от работы, даже трудности преодолеваются легко, считает она. Целый день у меня проходит с абонентами, поэтому у меня очень хорошие абоненты. Бывают и некоторые, но ничего, и с ними я справляюсь. Нахожу общий язык. На контроле у Светы 3000 домов. За год работы она уже знает, кто на ее участке в состоянии своевременно оплатить счета, у кого временные трудности, а кому нужна помощь. Своих абонентов она называет не иначе, как семьей. А они, в свою очередь, ценят ее труд и всегда встречают дружелюбно. Если бы она была плохим человеком, наверное, и контролером была бы плохим. В связи с тем, что у нее она общительный человек, хороший. Свою работу я очень люблю, уважаю, ценю, потому что моя работа очень интересная. Каждый день приходить к абоненту, разговаривать, слушать их жалобы, с ними делюсь проблемами. Когда им хорошо, мне тоже хорошо. Когда им плохо, мне тоже плохо. Образцовый сотрудник, надежный коллега и лучший представитель энергетического братства. Ее высокое звание не раз было отмечено и подтверждено наградами, в том числе почетной грамотой правительства республики. Свету признали лучшим контролером этого года. С утра до вечера отдать всю силу работу, наверное, можно выиграть, потому что день обходить 100 абонентов. Неоценимый вклад и преданность работе Света признают и коллеги, которые начинали вместе с ней, и те, кто пришел в ведомство не так давно. Как работник, конечно, она себя хорошо проявила,
В том смысле, что у нас есть норматив, каждый контролер обязан там не менее 50 день обхода сделать, ну, по своему участку, закрепленному за ним. Вроде она план выполняет, даже можно сказать, в некоторых случаях и перевыполняет. Также она участвует у нас совместно в рейдовых мероприятиях с администрацией района Малковецкого. Ну, она, по сути, у нас лидер вообще-то среди наших электромонтеров, которые работают с населением. Она вообще-то по характеру лидер у нас. Очень энергичная, очень ответственная. Вообще, если какие-то сложные задания, мы стараемся ей поручать. Рабочие профессии часто воспринимаются как отсутствие выбора. Света с таким утверждением в корне не согласна. Для нее успех и ценность высококвалифицированного электромонтера гораздо очевиднее, чем посредственного менеджера или бухгалтера. Радат Халухоева, Адам Далаков, Марбек Меджоев. Новости 24. 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд России, крупнейшая избирательная система страны, оказывающая услуги в сфере социального обеспечения граждан. В 1990 году постановлением Верховного Совета РСФСР был учрежден Пенсионный фонд страны. Однако первые пенсионные начисления на уровне закона начали выплачиваться при Петре I для высших чинов русского флота. Существенные изменения в сфере пенсионного обеспечения граждан произошли в советское время. Впервые начали выплачиваться пенсии по случаю потери кормильца. Устанавливались надбавки для получивших ранения или увечья во время войны. Начиная с 1932 года в стране установлен один из самых низких возрастных порогов выхода на пенсию. Он составляет 55 лет для женщин и 60 для мужчин. На размер выплат влияют три основных фактора: размер заработной платы, возраст выхода на пенсию, а также продолжительность стажа. Удивительная ситуация сложилась вокруг новых многоквартирных домов в 105-м массиве Назрани. Жилье для вынужденных переселенцев из Чеченской Республики сдано под ключ, но новоселье здесь отметили единицы. Все условия для проживания есть, лифты исправны, благоустроена прилегающая территория. Если дом останется пустовать и дальше, то начнется обветшание. Залина Могушкова расскажет. Дом номер 23 по улице Новая открыли этим летом к 25-летию республики. Благодаря реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития региона собственные квартиры здесь получили 127 семей, вынужденных переселенцев из Чеченской Республики, пожелавших остаться в Ингушетии. Но на сегодняшний день новоселье справили только 30 семей. Но эта квартира не заселена. Сейчас мы находимся на втором этаже, где ни одна из этих квартир не заселена. В этом подъезде у нас заселенных, то есть обжитых на сегодняшний день собственниками квартир только 5 квартир. Вот в этом 4-м подъезде. Поначалу жильцы не могли заселиться, потому что им не отдали ключи, но с этим вопросом разобрались. Как только местные власти уладили все юридические формальности, ключи передали всем собственникам. Но даже после этого, как видно, никто заселяться и не планировал. В 9-этажном доме квартира от 1 до 4 комнат. Предусмотрен лифт, а на улице благоустроена детская площадка, есть небольшой сквер. Причин, препятствующих заселению, нет, говорят в администрации. Однако тем временем необжитая недвижимость может испортиться. Если квартиры не будут обживаться и не будут отапливаться, то есть, как полагается, то в этих квартирах могут, как обычно бывает, отсыреть ламинат, двери могут отсыреть. То есть за этим жильем нужно ухаживать. Для этого здесь созданы все удобства. Есть все коммуникации бесперебойно работающие. Инженерная инфраструктура абсолютно новая в этом доме. Один из первых, кто заселился сразу же, Хасан Цуров, отец 5 детей. Раньше семья ютилась в бараке в одной комнате, которая практически не отапливалась. Многодетный отец подрабатывал на стройке, и приобрести личную недвижимость не было возможности. Хасан считает для себя большой удачей обрести свою крышу над головой, под которой всем уютно и комфортно. Тем более, что 4-комнатная квартира теперь целое раздолье для детских игр. داخل موتي جاز وحش موتي جرت أضخش لعك دجشت أبيجش صح خنو خلو يبيش شيل ديوش أوز أستوي أوجو قوس درجي أحد أتبناني خي
свет, газ, вот проблем ханатимos. В доме работает управляющая компания, у которой свой офис на первом этаже. Кроме того, открыт оперативный штаб управления, куда жители могут обращаться по всем интересующим вопросам ежедневно. Он работает с 10 до 18 без выходных. Для чего создан данный штаб? Для того, чтобы любой житель этого городка мог подойти со всеми своими претензиями. Поскольку жилье это новое и сдача состоялась в этом году, у подрядных организаций есть гарантийные обязательства. И в рамках этих обязательств, если есть какие-то претензии в квартире, там недоделка или же разные могут быть причины, чтобы они тут же исправлялись. Но на сегодняшний день никто и не обращается ни в штаб, ни в управление конкурс, то есть управдом. Никто не обращается. Не обращается по причине, потому что не заселяются. Самое главное, считает администрация, чтобы дом не пустовал и обрел своих жильцов. Залина Могушкова, Гапур Чахкеев, Новости 24. Уже завтра во Дворце спорта МАГАС имени Берда Ивлоева стартует открытый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы основателя спортивного клуба «Кушт» Башира Куштова. Примут участие более 200 сильнейших борцов из различных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Победители определят в 6 весовых категориях. Главный приз – автомобиль. Репортаж Юсупа Гелисканова. Успешно проведя в этом месяце вечер профессионального бокса «Герои ринга» и турнир по смешанным боевым единоборствам «Битва в Назрани», Дворец спорта готовится к очередному спортивному шоу. Для проведения всероссийского турнира по вольной борьбе здесь, в принципе, все готово. 6 весовых категорий, более 120 участников и 1000 зрителей соберет предстоящее спортивное мероприятие. Организатор турнира – основатель спортивного клуба «Кушт» меценат Башир Куштов. От клуба в турнире примут участие 8 спортсменов. Борцы готовились к соревнованиям основательно. Проходили учебно-тренировочные сборы в Дагестане. Состав очень сильный. Призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы, чемпионы мира к нам едут. Я думаю, что очень на хорошем уровне проведем, и наши ребята тоже должны выступить достойно. Достойные предков великих своих ингуши вы на ковре, словно ассаловки и быстры. Так звучит гимн спортивного клуба «Кушт». Готовясь к выступлению на открытии предстоящего турнира, Адам Алиев неустанно репетирует композицию, которая поддержит боевой дух и поднимет настрой борцов на победу. Автор гимна Мухаммад Тачиев. Понятно, что немаловажно выступление и артиста, да? Я надеюсь, что всем понравится. Я надеюсь, что для многих будет и стимулом сам смысл текста, потому что это не просто слова, да, мы с вами понимаем. Вот. И, разумеется, хотелось бы от души пожелать победы, успехов нашим борцам. Впрочем, патриотической музыкальной паузой здесь не ограничатся. Открытие турнира планируют провести красочно. Успех наших борцов также зависит и от поддержки зрителей. А учитывая, что такие грандиозные спортивные мероприятия во Дворце спорта проводятся далеко не впервые, сложностей и проблем с подготовкой у руководства Дворца не возникает. Зал практически готов для проведения турнира. Все технические моменты, все готово. И ковер, и, билеты в кассах есть. Можете приобретать. Что же касается билетов на турнир, то их можно приобрести на месте в кассе Дворца спорта. Стоимость варьируется от 100 рублей для любой категории зрителей. Турнир пройдет 2 дня, 23 и 24 декабря. Победителей соревнований ждут ценные подарки от спонсора. Спортивное шоу завершится на приятной ноте. По итогам жеребьевки один из победителей в своей весовой категории получит в подарок автомобиль. Открытый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы основателя спортивного клуба «Кушт» обещает быть весьма зрелищным. Кроме российских спортсменов, в нем примут участие борцы из ближнего и дальнего зарубежья. Ингушетию представят 20 спортсменов в различных весовых категориях. Юсуп Гелисканов, Майрбек Миржоев, Новости 24. Компания «Роснефть» запустила бонусную карту для лояльности для своих клиентов, а также для всех автолюбителей, желающих присоединиться к программе «Семейная команда». В чем суть этой системы, расскажет наш корреспондент Микаил Тангиев.
Пришел, заправился и получил за это бонусную карту. По новой программе «Семейная команда» от компании «Роснефть» за каждые 2 литра топлива или 20 рублей, потраченных на станции НТК и Роснефти, начисляется балл. Магомед Абадиев частенько заправляется на этой станции и решил не упустить такую возможность стать участником программы. Учитывая сегодняшние довольно-таки нелегкие времена, каждый бонус очень приятно. Мелочь, но очень приятно. Я бы сказал так. Поэтому посмотрим сейчас, как акция заработает. Программу запустили только сегодня, но уже сотни ингушских автолюбителей к ней присоединились. На регистрацию каждого участника сотрудники тратят только пару минут. Есть 3 карты. Одну основную карту вы оставляете у себя, остальные 2 карты отдаете близким людям. И когда они заполняются на Роснефти заправке, основные баллы приходят на основную карту. Участникам на месте объясняют, основную карту никому передавать нельзя, а на дополнительные копятся баллы, но владелец основной также может расплачиваться бонусами. Все карты привязываются к одному лицевому счету, на который начисляются баллы. Действительно, они в течение 3 лет. Не успеете потратить бонусы за это время, они сгорают. Участники также могут открыть свой личный кабинет на сайте www.comandacard.ru, где можно узнать свой актуальный баланс баллов и истории операций по счету. Я думаю, что наши жители при пользовании этими льготами приобретут только выгоду, соответственно, и они, и их близкие будут пользоваться соответствующими льготами при покупке топлива. В связи с чем я хочу призывать наших жителей быть активнее, участвовать в этой семейной команде, ну и, соответственно, пользоваться теми льготами, предусмотренными данной программой. Программа «Семейная команда» – это возможность зарабатывать, тратя деньги. Выгодное предложение для тех, кто ценит свои финансы и разумную экономию. Михаил Тангиев, Хаваш Гойгов, Салик Адзоев, Новости 24. В Джейракском районе обнаружен солнечный могильник. О нем ничего не известно. Тщательным изучением очередной загадки истории ингушей займутся профессионалы. Ну а пока смотрим сюжет Тамерлана Хамхоева и восхищаемся уникальностью Джейракского района. Совсем недавно, а если быть точным, ровно месяц назад, сотрудники Ингушского археологического центра приехали в горную часть Ингушетии для того, чтобы исследовать различные памятники архитектуры и культуры. И на территории башенного комплекса Таргим, где мы сегодня, собственно, и находимся, был обнаружен очень интересный солнечный могильник. Интересен он прежде всего тем, что документально до сих пор он нигде зарегистрирован не был, несмотря на то, что многочисленные исследования велись на территории всей горной части Ингушетии и в прошлом веке, и в этом, разумеется, тоже. Таргим сам по себе уникальный башенный комплекс, как, впрочем, и все постройки башенного типа, встречающиеся в горной Ингушетии. Издавна эти места приковывают интерес многочисленных исследователей, а когда всплывает факт обнаружения неизвестного ранее солнечного могильника, это по меньшей мере удивительное явление. Он находится в черте архитектурного ансамбля Таргим, примыкая к местным жилым объектам. Мы подозреваем, что, скорее всего, по соседству с этим склепом мог располагаться еще один такой же объект, потому что в горных районах Ингушетии очень часто можно встретить группу склепов. Понятно, что для исследований нужны немалые ресурсы, как финансовые, так и человеческие. Со вторым затруднений практически не возникает. В нашем регионе немало любознательных профессионалов, желающих поближе познакомиться с культурой и историей своего народа. Ну и, разумеется, познакомить других. Могильник археологи нашли случайно. Неподалеку от этого места они наткнулись на костные останки. Исследовав местность вокруг, памятник архитектуры был обнаружен. В дальнейшем, конечно, здесь необходима тщательная археологическая расчистка с тем, чтобы, во-первых, выявить погребальный инвентарь, выявить категории вещей, которые здесь могли сопровождать усопших в древности людей, и таким образом установить точный возраст этой каменной конструкции. В зимнее время в горах по-особенному красиво. В этом может убедиться любой желающий. Зимние пейзажи просто восхитительны, и преодолевать русло реки Асса вовсе не кажется сложным препятствием. Башенный комплекс Таргим насчитывает несколько боевых и десятки жилых башен, а солнечные могильники в большом количестве разбросаны по всему периметру комплекса. Они тоже, кстати, друг от друга отличаются. Их хронологический диапазон от 15 до 18 веков. По окрестностям разбросаны очень интересные погребальные комплексы, допустим, и редко встречающийся ядрообразный круглоплановый мавзолей, который возводился над погребениями
знаменитых людей, зодчих, военачальников, там, врачевателей и так далее. Тем и интересен найденный археологами новый солнечный могильник, что о нем практически ничего не известно. Можно выдвигать бесконечное количество теорий о его происхождении, но факт пока остается фактом. Этот архитектурный объект своей неизведанностью еще некоторое время будет терзать любителей археологии. Тамерлан Хамхоев, Гапур Чуркиев, Новости 24. Ну и в завершении выпуска расскажем о музыканте-норвежце Терье Инсунгсет. Ценители необычного искусства вдохновятся его мини-оркестром, который состоит из ледяных рожков, барабанок, трещоток и даже ледяного ксилофона. Единственная проблема – концерт нужно проводить в помещении с температурой не выше -10. Одно из последних выступлений состоялось в фестивальном королевском зале Лондона. Все инструменты в британскую столицу были доставлены из Норвегии в специальных контейнерах. Концерт нужного оркестра состоялся в фестивальном королевском зале Лондона. Все инструменты в британскую столицу были доставлены из Норвегии в специальных контейнерах. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.